По инициативе Якутской городской думы был организован круглый стол на тему «Медиабезопасность через медиаобразование». Пандемия увеличила пользователей интернета в условиях удаленной работы и учебы. Интернет прочно вошел в жизнь якутян. В связи с этим тема обеспечения безопасности детей в сети интернет становится все более актуальной. Юные пользователи интернета, как правило, бывают неподготовлены к ожидающим их угрозам. Поэтому сегодня перед общественностью, родительским сообществом стоит вопрос, как обезопасить детей от нежелательного контента. Действительно, мы сегодня видим, что это серьезная проблема, интернет-безопасность. И сегодня совершенно правильно говорили участники круглого стола, что нам надо ликвидировать эту интернет-безграмотность. Потому что, по большому счету, у нас и взрослые, и дети не умеют работать в интернете, неправильно подходят, может быть, к соцсетям. И сегодня очень часто ребенок, особенно подросток, не всегда понимает, где добро, где зло, где хорошо, где плохо. Он верит всему, что пишут, он верит всему, что там появляется. И только мы, взрослые, можем, наверное, помочь ребенку как-то разобраться в этом. И я считаю, что действительно нам надо сегодня сделать наш реальный мир интереснее для ребенка, чтобы ему было интересно не в виртуальном мире, не с виртуальными друзьями, а чтобы он хотел иметь настоящих друзей, чтобы он мог с ними общаться, чтобы ему в этом реальном мире было интересно, чтобы ему здесь понравилось, и чтобы действительно этот наш реальный мир для него был своим, где бы он жил с радостью, с удовольствием и был счастлив. Было отмечено, что Министерство инноваций Якутии уже ведет работу в этом направлении. Так, мы подготовили площадку дискуссионную, площадку информационную, где популярно, в доступном очень формате, не сухо технически и очень сложно, а достаточно сжато и, скажем так, разжевано даже. Приведены приемы, методы и средства, которые может применить любой родитель для обеспечения безопасности и чтобы оградить свое чадо от, скажем, такой негативной, деструктивной информации. Поэтому приглашаю всех заинтересованных посетить наш сайт infobez.saha.gov. По мнению председателя Общественного совета городской полиции, сейчас необходим ликбез по интернет-безопасности. Мое личное мнение, что, наверное, сейчас подрастающему поколению довольно сложно что-то предложить прямо такое взамен сразу. Да? Над этим, конечно, надо думать. Я бы посмотрела немножко в другую сторону, что надо альтернативу искать в самом же интернете. Надо делать хороший контент, который бы хорошо заходил, он был интересен подрастающему поколению, и чтобы у него не было желания ходить туда, куда не стоит. Это знаете, как это, направо пойдешь, там хороший контент, а налево голову потеряешь, да, и чтобы туда он не ходил. Потому что, мне кажется, прямо и жить только реальной жизнью в наших условиях современных, это уже такой интерес каламбур. Нереально. Так я думаю. В ходе разговора прозвучали предложения по усилению патриотического воспитания подрастающего поколения, активизации деятельности профильных общественных организаций, разработке инструментов родительского контроля, которые не только позволят защитить ребенка от нежелательных интернет-сайтов, но и смогут сформировать правильное сетевое поведение. По инициативе Якутской городской думы состоялся круглый стол «Якутск. Территория здоровья», посвященный Году здоровья в Якутии. Организация первичной медицинской помощи в столице республики, школьная медицина, профилактика туберкулеза, онкологических заболеваний, деятельность медицинских учреждений Якутска по борьбе с пандемией. Каждый участвующий, он знает всю эту проблему, но мы это должны обсудить. Чем больше мы это обсудим, тем легче его будет воплощать в жизнь эту программу, как говорится, потому что это сложные вопросы. Они все взаимосвязаны друг с другом. И если каждый будет действовать разрозненно,
то это практически будет неразрешимая проблема. А для того, что мы сейчас обсудим эту проблему, и те мероприятия, которые планируются главой республики, запланированы, уже планы существуют, которые нужно выполнять, это нам облегчит нашу, как говорится, работу и во взаимодействии с населением города в том числе. В его работе приняли участие депутаты Якутской городской думы, Государственного собрания Илтумен, представители Министерства здравоохранения Республики Саха, Управления здравоохранения окружной администрации города, главные врачи медицинских учреждений города Якутска, директоры школ, заведующие детскими и дошкольными учреждениями города Якутска, медицинские работники, представители общественных организаций города. С планами городского округа город Якутск ознакомила заместитель главы города по социальным вопросам Наталья Степанова. По ее мнению, на сегодняшний день определение понятия здоровья стало несколько иным. Оно стало социальным определением. Город Якутск молодой. Средний возраст его жителей составляет всего 36 лет. Численность населения столицы республики с каждым годом увеличивается и пополняется именно детьми школьного и дошкольного возрастов. Поэтому бюджетом столицы Якутии предусматриваются меры поддержки муниципальной программы «Молодежь, семья, спорт, здоровый город». В этом году на эти цели предусмотрено более 18 миллионов рублей. В своем выступлении она как раз и ознакомила с муниципальной программой по укреплению общественного здоровья, проектом формирования системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек. Сегодня организация работы здравоохранения – это полномочия субъектные Республики Саха-Якутия, но тем не менее на основании федерального закона 323 местные органы власти не могут оставаться в стороне. Это закон об основах охраны здоровья граждан. Ну и вообще это же наши горожане, поэтому какие бы ни были полномочия, я думаю, что муниципальные органы власти, местное самоуправление должны быть не просто в курсе всех дел, а должны быть во главе решения очень многих проблем. Сегодня управление здравоохранения при Министерстве здравоохранения, которое, в общем-то, и было организатором вот этого взаимодействия, сотрудничества, сегодня оно претерпевает реорганизацию, и как такового уже управления здравоохранения не будет. Поэтому сегодня вот один из серьезных вопросов – это действительно, как организовать взаимодействие, кто будет этим заниматься. У нас работает замечательная программа наша муниципальная «Молодежь, спорт, семья, здоровый город». И вот эту часть, которая касается, скажем, здорового города, помощи именно по здравоохранению, раньше этим занималось управление здравоохранения. Вот кто сегодня будет этим, скажем, заниматься, кто будет курировать эту программу со стороны здравоохранения, вот сегодня это тоже один из вопросов. В ходе обсуждения поступило предложение подробно рассмотреть новые подходы для разработки своей модели школьной медицины. В ходе круглого стола поступили предложения об организации широкомасштабной акции «Розовая лента», направленной на профилактику онкозаболеваний среди женщин, созданию межведомственной комиссии по разработке муниципальной программы, касающейся детского психического здоровья, внедрению проекта «Здоровье для дошкольников», открытию в 203-м микрорайоне поликлиники и другие предложения. Идут отчеты перед избирателями депутатов Якутской городской думы. В актовом зале средней школы номер 25 города Якутска состоялся отчет председателя Якутской городской думы Альберта Семенова, депутата по автодорожному избирательному округу номер 2. Отчет был проведен при соблюдении всех ограничительных мер при коронавирусной инфекции. Численность участников встречи в очном режиме составила не более 50 человек. Была предоставлена возможность участвовать через видеоконференц-связь. В автодорожный избирательный округ номер 2 входит 2 административных округа – Сайсарский и Автодорожный. Альберт Семенов остановился на таких работах, как ремонт в дополнительном здании Саха-политехнического лицея, капитальный ремонт в 2 школах – СОШ номер 3 и СОШ номер 20, где были выкуплены объекты дошкольного образования для дополнительных групп в квартале Прометей, осуществлен капитальный ремонт в детском саду номер 45 «Земляничка».
В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этих округах прошел капитальный ремонт 2 улиц – Воинская и Кеша-Алексеева, а также окружного шоссе и подъездной дороги к микрорайону Три Сосны, обустройство кольцевой развязки Гемеин. Появятся теплые остановки. Ведется постоянная работа по отсыпке дорог, грейдирование внутриквартальных переулков и улиц. За всем этим пристально следит избранный депутат. По просьбе избирателей ведется замена канализационных труб в 70 домах. Установлена система автоматической пожарной сигнализации с выходом на ЕДДС в 3 многоквартирных домах. Идет работа по капитальному ремонту в домах избирателей. Оказана социальная помощь в виде столичного пособия, которую получили 170 семей по 2 округам. Во время встречи избиратели задали своему депутату самые разные и актуальные вопросы. Контроль за работой с безнадзорными животными. Была поднята проблема несанкционированного слива нечистот фекальными машинами. Несанкционированный слив, конечно, мы должны со всеми этими вопросами бороться. Соответственно, мы, как городские депутаты, должны, наверное, пересмотреть, скажем так, вопросы ужесточения наказания за такие деяния. Я бы хотел сказать, что такое общение, оно необходимо для того, чтобы мы были ближе к своим избирателям, для того, чтобы мы могли, скажем, уже реально показывать свою работу, чтобы было общее такое понимание. Почему? Потому что в связи с пандемией, может быть, мы где-то, растеряли нити общения. Сейчас прошло такое живое общение. Я очень рад, что люди откликнулись, пришли. Вопросы, заданные в ходе отчета, взяты на контроль Альбертом Семеновым и будут учтены в деятельности Якутской городской думы. В завершении встречи избранный депутат поблагодарил за участие. Председатель Совета ветеранов Сайсарского округа Николай Афанасьевич Егоров от имени ветеранов и пенсионеров округа выразил слова благодарности всем депутатам Якутской гордумы и лично председателю Альберту Семенову за проведенную работу и оценил ее на отлично.